На территории Южной Якутии начал работу нерюнгринский филиал технопарка «Якутия», который призван создать стимул ускорению процесса производственного и инновационного развития. Именно здесь, в Нерюнгри, сложились все предпосылки для создания полноценного технопарка. Его основная цель – это создание материальной, технической, информационной базы для эффективного внедрения новейших технологий и научных разработок. Общая площадь технопарка составляет 5700 квадратных метров. Он рассчитан на 21 резидента. И в состав помещений входит актовый зал на 120 посадочных мест, выставочный зал на 8 ресепшенов, оснащен 2 учебными аудиториями, 2 комнатами для переговоров, офисными помещениями, помещением кафе на 60 посадочных мест с полным циклом приготовления пищи. Оснащен спортзалом, гаражом на 20 автомобилей, и недавно поступила лаборатория общей стоимостью порядка 20 миллионов рублей, которая также будет находиться в здании технопарка. Электронная библиотека, здание полностью оснащено системой Wi-Fi. Цель создания технопарка – это помощь нашим молодым предпринимателям, инноваторам в продвижении своей продукции, защите патентных прав, это льготная аренда. И консультирование в области бухучета, юриспруденции и так далее. Общая площадь технопарка составляет 5700 квадратных метров. В настоящее время прошли государственную экспертизу и уже являются резидентами 10 компаний из Нерюнгри. Кроме этого, определились 3 сервисные компании для обслуживания и оказания помощи предприятиям-резидентам. Также существует такое понятие, как дистанционный резидент. Это когда резидент не нуждается в офисных и производственных помещениях, а пользуется всеми льготами, предусмотренными для инновационных предприятий. Здание технопарка оснащено 8 производственными модулями. Один из них занимает резидент Василий Рева. Именно о нем и его разработках мы расскажем более подробно. Василий Рева начал свой путь изобретательства более 30 лет назад. За эти годы в его копилке более 100 разработок, многие из которых пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. А все начиналось с тех вопросов, которые больше всего интересуют человека и что могло бы принести реальную пользу. Путь мой в изобретении начался давным-давно, то есть еще в советское время, это лет 30 назад. И я активно занимался в то время, будучи начальником отдела в комбинате «Якутуглестрой». В то время были внедрены несколько изобретений на площадках комбината «Якутуглестрой». Но потом я перестал заниматься этим делом, когда у нас пошла перестройка, то есть изобретения как таковые выключились из моей жизни. И последнее время, лет 8 назад, 7-8 назад примерно, я возобновил эту деятельность и начал по новой заниматься изобретательством. Была создана фирма, в частности, на сегодняшний день новая фирма, которая называется ООО ИП, это инновационное предприятие «Руснавтех», которое занимается внедрением изобретений и новых технологий в промышленность. В прошлом году Василий Рева удостоился диплома победителя республиканского конкурса «Новатор-2012» в номинации «Лучший изобретатель за создание производства моторных топлив и гидрогенизации углей нерюнгринского месторождения с применением нанотехнологий». На сегодняшний день нет аналогов механотермическому реактору для изготовления синтетической нефти. Его металлоемкость в 30 раз ниже действующих механизмов, а себестоимость бензина составляет примерно 6 рублей. Также среди изобретений самый эффективный теплогенератор в мире. По другому его изобретению из воды можно выделить водород. И это далеко не все разработки Василия Ивановича. Если говорить о прошлых моих изобретениях, это изобретение по выжимке холодного масла, которые завоевали сегодня весь мир практически, и за рубежом, и везде, где имеется выжимка холодного масла из подсолнечной семечки, из косточки оливковой. Вот это устройство пользуется очень большим спросом, в частности в Испании.
Большим спросом пользуется мое тоже бывшее изобретение. Это устройство по сварке пластмассовых труб большого диаметра. На сегодняшний день, так сказать, весь мир пользуется практически этим устройством. Сегодня внимание знаменитого нерюнгринского изобретателя направлено на энергосберегающие технологии, наиболее актуальные в районе Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так как именно здесь цена на энергоресурсы из-за климатических особенностей довольно высока и их необходимо экономить. Стоит отметить, что изобретенное устройство не производит никто ни в нашей стране, ни в мире. Вот это сам генератор, который вырабатывает горячую воду. Значит, вот сюда подается у нас холодная вода, а отсюда выходит практически мгновенно горячая вода. Он вырабатывает горячую воду до температуры 95 градусов. Значит, вот комплектуется он редуктором и электродвигателем. Электродвигатель устанавливается вертикально. Все эта конструкция потом устанавливается в короб, в ящик. Вот тот ящик, который мы с вами видели раньше. И уже потом, значит, все это закрывается, герметизируется, так сказать, комплектуется щитом управления, там он в электрика, и устройство, как говорится, готово к работе. На сегодняшний день лучшие приборы для отопления, то есть они по отдаче практически в 2 раза лучше, чем обычные, чем любого типа, которые сегодня присутствуют на рынке, и для них требуется практически в 2,5 раза меньше воды. Это как вывод, что идет сбережение энергоресурсов, то есть энергозатрат первоначально, и поскольку устройство, приборы для отопления зданий и помещений – это очень важный инструмент или важное оснащение здания, но, как правило, в наших условиях требует больших затрат. Мы их сокращаем практически на 45-50%. То есть платежи реальные идут, допустим, снижаются резко. То есть люди, которые, или покупатели, которые приобрели, которые поставили у себя, они чувствуют это на своих кошельках, так сказать, по своим деньгам. Насколько затратно такое увлечение, как изобретательство? Василий Рева отвечает, что это требует не только немалых вложений, но и много времени. Это также бессонные ночи, отсутствие выходных и насыщенные трудовые будни. В число резидентов технопарка Василий Рева попал путем конкурсного отбора. Это радиально-сверлильный станочек у нас для выполнения работ по станкам и по генераторам. Здесь мы выполняем на фрезерном станке, мы выполняем работы, фрезеруем активаторы наши на установку, водогрейную установку. Ну, а на мехобработка это станок. Вы сами уже как бы понимаете, что это токарный станок. Хочет все, выполняет все работы. Ну, пока как бы похвалиться большим таким количеством станков нет, но для того, чтобы выполнять эту работу, у нас есть все. Будучи директором компании «Русновтех», он представил 4 своих проекта. Разработка и изготовление регистров повышенной теплоотдачи, разработка и изготовление водогрейных генераторов, котлов нового поколения, переработка птичьего помета для Нерюнгринской птицефабрики и строительство опытного промышленного завода и отработки технологий по производству моторных топлив и бурых углей Якутского угольного региона для обеспечения местных потребителей и развития новой промышленной структуры в районах, максимально приближенных к сырью. Василия Ивановича мы знаем давно, с его предложениями интересными мы знакомы, а так мы с ним начали работать в 2010 году. Предприятие называется «Русновтех». Так, и мы переделали систему отопления у нас в гараже и санпропускники. Так, мы там поставили батареи повышенной теплоотдачи
Ну, вот эти батареи уже 3-й год у нас служат. Слава богу, мы 3 зимы нормально, без ни холодно, ни пережили, очень хорошие нововведения сделали. Разница есть в том плане, что теплоотдача действительно сама себе говорит, что повышенная теплоотдача идет. И так как мне Василий Иванович сам перед тем, как все это вставить, объяснил, экономично в том плане, то, что расход воды поменьше становится. В настоящее время мы находимся в здании имущественный комплекс, где установлены наши приборы. Приборы установлены 2 года назад и хорошо себя зарекомендовали. Значит, вот в данный момент мы находимся возле самого длинного регистра в городе Нерюнгри. Я так думаю, наверное, в Якутии, в республике. Поэтому его преимущество я хочу показать на деле, на факте. То есть по прибору мы сейчас увидим результаты этого отопительного прибора. Вот смотрите сюда, я показываю вам 49 наружная температура регистра, а вовнутри она 54, то есть на 5 градусов выше. И это очень хороший эффект, который в принципе недостигаемый для других отопительных приборов. Это для нас и для промышленников очень хороший результат. Между технопарком Якутия и фондом Сколково подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выделено офисное помещение. Это значит, что резиденты технопарка Якутия, которые нуждаются в офисных помещениях в Москве, могут разместиться в Сколково. В этом году Василий Рева принял участие в 16-м международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2013». Здесь он удостоился особой награды за разработку гидродинамического генератора по отоплению «Теплорадар». Якутский изобретатель был награжден золотой медалью. В планах на будущее у Василия Ревы не останавливаться и двигаться дальше. Около 100 его разработок и 50 патентов – это еще не предел. Его деятельность, целеустремленность и работоспособность с уверенностью можно назвать наглядным примером высокого интеллектуального потенциала и, конечно же, стимулом для дальнейших достижений.